бою. День Победы! И в огнях салюта будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 бодрых, крепких, молодых, полных веры, памяти и света,
Вашему вниманию рекламная пауза.一生漂泊摆渡，临难却孤独。问天地向谁倾诉？千载历史我回顾，恩怨情仇怎堪数？帝王家终究是不归路。玄武兵变沧桑，马蹄声声断。这火气小墙不忍看，神鬼漫长谁轻叹？恩怨情仇我独伤，我到底守的是谁的江山？
ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю в твои поля, а у низеньких околиц громко чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквям твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мягкой стежке на прибой зеленых лет, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу: не надо рая, дайте родину мою. Как говорят, Россия, речи да березки, а я твои руки вижу, золотые руки, жесткие, руки от них не сморщенные, слезами горькими смоченные, качавшие, пеленавшие, на победу благословлявшие. Вижу пальцы твои зеленые, все заботы твои счастливые, все труды твои обыденные, все заботы твои счастливые. Отдохнуть бы, да нет привычки на коленях лежать и праздновать. Я куплю тебе рукавички. Хочешь синий, хочешь красный. Не говори, не надо, мол, на что красота старухи. Я на сердце согреть и рада, натруженные твои руки. Как спасение держу их, волнение не осилят. Добрые твои руки, прекрасные твои руки, Матерь моя, Россия. Россия начиналась не с меча. Она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами, звеневшие в бои, лишь прикрывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на башне. В руках веселых только от труда, по-добродушней, иногда не сразу возмездие вздымалось. Это да, но крови жажды не было ни разу. А коли верх одерживали орды, расти, Россия, бедных сыновей. Когда бы не усобица князей, то также ордам двинули по мордам. Но только подлость радовала зря. С богатырям недолговечной шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить — вот это уже трудно. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться солнцем и луною, тому порукой озеро Чудское, река Непрядва и Бородино. И если тьмы тевтонцев или Бабия нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия 100 крат еще прекрасней и сильней. И в схватке с самой лютою войною она и ад сумела превозмочь. Тому порукой города-герои, в салютах ярких в огненную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никогда, нигде не уступала. Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки, нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Осталось нам немного, и спокойно.
Процессия приближается ко мне. Ну, как вы поняли, это Ачир. Вроде шел до ночи. А это Маша. Она как Коко Шанель. Совсем Коко. А это Батер, самый болтливый человек в нашей команде. Я самый болтливый. Да вы видели вообще того парня, который сын маминой подруги? Спасибо, Женя. А это Женя. Он уже второй год на 4 курсе, хотя должен быть в магистратуре. Женя, почему ты здесь? Это потому что... Дипломный как пусто. А теперь, Женя, представь меня. А это Ангелина. Она как школа. Красится только раз в год. Так, Тимон и Буба прекратили. У вас вообще что-нибудь есть? Конечно. Так, маньяк в квартире. Только не здесь, только не в этой комнате, только не так, только не от меня. Близорукий бурят. Девятый был. Так, прекратите. Давайте покажем нормальные миниатюры. Поехали! Случай в маршрутке. Девушка, присаживайтесь. Вер. Девушки, пожалуйста, присаживайтесь сюда. Спасибо. А я сюда. Ужин, вечер в ресторане, 2 студента. Привет. А без фильтра в Инстаграме она ничего такая? Главное, чтоб не жмот. Вот меню. Заказывай, что хочешь. Пусть думает, что я крутой. Так, что у нас по ценам? 200, 300. Ну, нормально? А так, стоп. Это забой посуды. Ох, ничего себе, тут цены! Ну, посмотрим. Ух, ничего себе тут цены. Ну, я надеюсь, счет не пополам. Так, нужно 20 рублей оставить на дорогу. Может, предложить счет напополам? Извините, пожалуйста, но этот стол, к сожалению, забронирован. Ух ты, пух ты, какая новость. Может, за шаурмой пойдем лучше? Хоть бы согласилась. О, так бы сразу. Паше впервые доверили автомобиль. Ну что, друзья, поехали? Поехали! Посмотри, как там пацаны в багажнике. Хорошо. Пацаны, вы в порядке? Да, мы проголосовали. У них дела даже лучше, чем у нас. Хорошо, едем дальше. Едем! О, смотри, какая девушка! Девушка, присаживайтесь. Нет, лучше присаживайтесь сюда. А я сюда. А что хотелось бы сказать в конце? Друзья, извините, можно я сделаю одно объявление? Конечно. Конечно. Принеси, пожалуйста, цветок. О!
танцуешь. Что? Займите них до деньги, пожалуйста. Башир, перестань, проводи девушку. С вами была команда КВН «Три этажа над уровнем киоска». Теперь вы знаете, где нас искать. В обиходе об этом я слышал не раз. Очень много суждений и мнений, и касается это сегодня всех нас. Существует ли связь поколений? В их поведении общего много, но различия все-таки есть. Все же есть у них что-то святое. Это